В районе села Хаптагай Мегино-Кангаласского улуса продолжаются масштабные археологические раскопки. Работают ученые из Института гуманитарных исследований и Арктического научно-исследовательского центра. Их цель – сохранить находки и подробно изучить жизнь и быт древних якутов. Это самая крупная раскопка вблизи города Якутска. 6800 квадратных метров. Это для очень серьезный масштаб работ, который требует массу подготовительных работ, массу привлечения людей, транспорта, разрешительной документации и местных властей, само собой. То есть это очень большой опыт для всех нас, для археологов и для местного населения в том числе. Площадь раскопок на сегодняшний день достигла отметки в 1700 квадратных метров. Исследования ведутся в двух зонах древнего поселения – верхней и нижней. В верхней учеными были обнаружены остатки жилища конца XIX – начала XX века. Также несколько хозяйственных ям, где, вероятно, хранили продукты и хозяйственные вещи. В традиционных якутских жилищах пол был только в коровнике, для того, чтобы легче было ухаживать за коровами, да, чтобы убираться. А само жилище оно было без пола. И как раз таки вот в этой стороне это хотан, а с другой стороны это жилище. И вот там видно как раз таки остатки жилища и ножки от нар вдоль стен сохранились. Конечно, если вот так смотреть, то жилище очень богатое, да, то есть очень много материала вышло. Одних только вот сосудов у нас несколько десятков уже стало вот типов сосудов. Можно уже, собственно, вот таблицу делать, вот классификацию делать, да. Очень богатая орнаментация, видимо, жили очень талантливые люди, да. Нашли вот керамику, бересту, охотничьи снасти вот нашли, что еще? Так, ножи нашли, вот, нашли также вот шлак, да, вот, видно, что они тут обрабатывали металлы. Особое внимание исследователей привлекли керамические изделия XVIII-XIX веков. Эти фрагменты отличаются тонкими стенками и оригинальными орнаментами. Подобные находки ранее не фиксировались в регионе, что может открыть новые горизонты для понимания ремесленных традиций народа Саха. Здесь, на этом поселении, мы точно знаем, что были очень своеобразные локальные керамические традиции. Это выражается в формовке сосудов, да, в том, какое было очень хорошее, качественное тесто для этих сосудов и в многообразии орнаментальных мотивов. И здесь очень такая интересная техника, когда они использовали штампы разного вида сразу на одном сосуде. Это тоже не встречалось такого, да? Поэтому здесь свои локальные керамические традиции были, и об этом обязательно мы напишем научную статью, потому что это очень интересное явление. Все найденные артефакты после извлечения с места раскопок проходят обязательную камеральную обработку. На этом этапе специалисты фиксируют точные координаты находок, чтобы в дальнейшем составить план и карту объекта. Материалы чистят, сухая влажная чистка, промывают кисточкой, щеткой. Апплицирующиеся, например, фрагменты склеиваются, потом наносятся шифры, нумерации квадратов, пикетов, где были найдены. И потом фасуются по квадратам, зип-пакетам, ящиках и коллекционная опись. Коллекционная опись – это описание, например, материала, это, например, фрагмент венчика сосуда с этими налепными валиками, бортиками и толщина измерения, основные типа высоты, типа ширина, высота, толщина, состав теста иногда можно указать. Мы сейчас пока занимаемся сбором предметов, там девочки вот камеральную обработку проводят, и уже зимой мы приступим к процессу реконструкции вообще всего этого. Мы изучим планы, фотографии и вот должны узнать, как же была устроена жизнь, быт человека, людей, которые здесь жили, вообще их экономику должны восстановить, да? Для этого мы собираем кухонные останки в виде костей, да? Должны восстановить, какой скот они больше всего держали, что любили есть, охотились ли, какую долю занимала охота в их жизни, да? В основном же, конечно же, это были скотоводы, да? Но, соответственно, они жили не только скотоводством. Вот. Мы все это должны восстановить и описать картину, да? Если получится, даже мы можем
визуализировать некоторые вот элементы. В работе археологи применяют передовые методы и технологии. Так, для воссоздания макета зон раскопок на компьютере создается 3D-модель. Допустим, мы можем также 3D-модель делать всего, по идее. Погребение можно сделать. Конечно, картинки и рисунки тоже должны быть, но для презентации это в самый раз. Я этим занимаюсь, потому что это интересно. И красиво выглядит все это. Вот так вот. А с помощью 3D-модели мы можем узнать, где это все находилось, и в конце концов мы можем увидеть целую картину. Как находились конструкции, где находились те или иные ямы, погребы. Это очень упрощает нашу работу. Мы создаем 3D-модель с помощью большого количества фотографий и с помощью программного обеспечения и создаем эти 3D-модели. В раскопках участвуют не только опытные специалисты, но и студенты, которые проходят практику. Для них это отличная возможность получить опыт работы в полевых условиях, сделать свои первые находки и узнать, как проходит настоящая археологическая работа. Полевая экспедиция намного интереснее, в том, что ты 24/7 ты тут, поэтому начинаешь разбираться там. В городе, когда ты работаешь, что получается, забываешь иногда там, приходишь домой и расслабляешься, тут как будто бы расслабиться времени нет. А когда ты сама копаешь, ты такая: о, это я сама нашла, это очень интересно, сфоткаешь, и такая: о, и все, и запоминаешь больше. Подготовка к раскопкам началась еще в мае. На место будущих работ первым потоком приехала рабочая группа, чтобы обустроить быт работников. На открытом поле разбит палаточный городок, оборудованный генераторами электроэнергии и системой водоснабжения. Ведь там, где удобно жить и работать, раскопки идут легче, а открытия даются с радостью. Питание обеспечивается, у нас готовят Хаптагай в самом селе. То есть у нас договор, там готовят, и мы привозим уже сюда готовую еду, то есть первое, второе, все как положено. Вообще обстановка в лагере очень такая дружественная, все с друг другом уже подружились, то есть вечером здесь играют в футбол, волейбол, есть настольные игры, то есть ребятам всем нравится. У кого уже закончился трудовой, как говорится, срок, они до сих пор уже пишут нам, скучают по лагерю. Археологи стремятся сохранить каждый осколок прошлого, чтобы он стал частью музейных коллекций и научных исследований. Раскопки Хаптагаи продлятся до сентября этого года. Ученые надеются найти как можно больше древних и уникальных артефактов, которые помогут лучше узнать историю хаптагайского поселения.